Программа «Пациент» в эфире. Здравствуйте. В последнее время в СМИ не раз рассказывали о коклюше. Но сегодня мы еще раз хотим обратить внимание родителей на это инфекционное заболевание. Как утверждают врачи, число заболевших в этом году по сравнению с прошлым гораздо больше. В Гудаутском районе, например, за последние 2 месяца выявлено 70 случаев заражения детей коклюшем. Между тем, если число заболевших составляет около 3 человек на 100 тысяч населения, это считается довольно высоким показателем. Кстати, издание «Русское словесное ударение» указывает, что единственная верная форма произношения названия этой болезни – коклюш, так как это заимствованное французское. Так в чем причина роста заболевания? Как лечить инфекцию? Давайте разбираться. Чтобы понять ситуацию, мы в первую очередь посетили одно из детских дошкольных учреждений столицы – детсад Алашара. По словам заведующей Мадины Тужба, этим летом коклюш не на шутку разгулялся. Тогда около 30 детишек переболели. Именно такое количество обратилось в медучреждение. Но многие дети, по словам заведующей, без помощи врачей перенесли инфекцию дома. Вспышка была летом, но только дети переболели. Из взрослых, со стороны коллектива никто не болел. Большинство дети тяжело переносили на этот раз коклюш. А так, есть дети, которые переболели именно коклюшем. Их не было до 2 месяцев, потому что очень сильно был кашель. А что касается других инфекционных заболеваний, это ветрянка, это свинка. Как же, как бы и все. Опять-таки я возвращаюсь, что дети, которые привиты, они переносят легко. И те дети, которые не привиты, они всегда уязвимы к заболеваемости, инфекционным детским заболеваниям. И они всегда в зоне риска. На сегодняшний день в детском саду нет ни одного ребенка, болеющего коклюшем. В младших группах есть те, кто заразился ветрянкой. Но занятия продолжаются, так как группа закрывается лишь в том случае, когда заболевших 50% от общего количества детей. Сегодня такой необходимости нет. Во избежание распространения инфекции здесь проводят различные профилактические мероприятия, дезинфекцию, влажную уборку, проветривают помещения. Но все это не так защищает ребенка, как прививка, говорит Мадина Тужба. По ее словам, общее количество детей в Алашаре 203, и большая часть из них не вакцинированы. Я работаю уже более 12 лет. Первые года, когда я начала работать, я помню, мы делали прививки. Приходил врач с поликлиники, проводил осмотр. И мы, АКДС и прочие прививки плановые по календарю мы все это делали. И после ковида, вот эти года нас вот просто парализовала нашу работу. Что касается прививок, все начали отказываться от прививок. Чем они мотивируют? Ну, они боятся других сопутствующих заболеваний. Почему-то им кажется, что садится иммунитет, и они уязвимы к другим заболеваниям. Я не знаю, у кого-то аллергия. Очень многие жалуются на аллергию или же ссылаются, что у них аллергия, и они отказываются от прививок. Я, конечно же, сторонник прививок, конечно же. Мы сами, дети довоенные, мы все прививались. Я думаю, что и вы привиты. Но вы, как руководство данного заведения, вы требуете от родителей, вы имеете уполномоченные требовать? Конечно же нет, мы не имеем полномочия требовать. Это занимается этим педиатр, участковый врач ихний. Они уже приносят медицинские книжки с отказом о том, что они отказываются прививать своего ребенка.
По правилам еще советских времен без справки о наличии у ребенка необходимых в этом возрасте прививок в детсад не принимали. Ведь именно непривитые дети являются причиной вспышек различных инфекций. А коклюш – это острое инфекционное заболевание, характерными признаками которого являются приступообразный спазматический кашель и затяжное течение болезни. Наиболее опасен он для детей до 2 лет, передается воздушно-капельным путем, причем наиболее интенсивно при кашле. Риск инфицирования окружающих выше всего в начале заболевания, но с течением болезни опасность заражения снижается, и к 25-му дню больной становится незаразным. Врачи детской больницы утверждают, что коклюш на сегодняшний день наиболее часто встречающаяся детская инфекция. На сегодняшний день по обращаемости за сутки мы чаще всего диагностируем от 1 до 5 случаев коклюша, причем лабораторно подтвержденные. Очень много обращений, когда клинически мы выставляем такой диагноз, лабораторно подтверждаются, потом эти дети уходят в поликлинику, в инфекционный стационар, и вести именно статистику немножко сложно в нашем случае, в нашей ситуации. Но, к сожалению, с коклюшем очень много и часто мы сталкиваемся. Течение коклюша разнообразное. Встречается коклюш и среди привитого населения, и непривитых. Среди привитого населения очень редко. Из всего процента детей, обращающихся к нам с проявлениями коклюша, большая часть это непривитых детей, к сожалению, непривитых детей. Привитые дети болеют, прививка же, она не предупреждает заболевание, она просто облегчает течение заболевания. И дети привитые, конечно, гораздо легче переносят, чем непривитые дети. Коклюшный кашель очень тяжелый, изматывающий, часто сопровождающийся рвотой. В большинстве случаев он начинается после питья, еды, активных действий и особенно ночью. То есть больной ребенок не сможет нормально ни пить, ни есть, ни играть, а вся семья несколько месяцев не будет спать, потому что малыш кашляет очень сильно, интенсивно и мучительно. Чаще всего подвержены дети именно школьного возраста, но школьники приходят домой, дома есть и более младшие дети, и самая такая уязвимая категория детей – это дети до года и дети первого месяца жизни. Дети первого месяца жизни, они не привитые. Почему? Потому что по срокам вакцинация начинается с 3 месяцев. Поэтому эта категория детей от 1 до 3 месяцев, они самые уязвимые. У них может тяжело протекать данное заболевание, которое уже будет требовать и стационарного лечения, иногда и доходящее до реанимационного отделения. Дети, у которых диагностирован коклюш, направляются в инфекционное отделение, в инфекционную больницу, в детское отделение. Если ребенок не требует стационара, всех коклюшных детей, к счастью, не укладывают в стационар. Коклюш сам по себе не лечится. Нужно просто пережить этот период, острый период. Там острый период иногда достигает до 7 недель тяжелого приступообразного кашля. А далее в течение 4-5 месяцев сохраняется редкий, но кашель сохраняется. Поэтому такие дети не нуждаются в стационаре. В стационаре, именно в инфекционном стационаре, нуждаются дети с тяжелым течением заболеваний. И все дети лечатся именно в инфекционном отделении. Мы побывали в Сухумской городской инфекционной больнице, и здесь в последнее время наблюдается рост заболевания коклюшем. Более 70 случаев за последние 2 месяца выявлено только в Гудаутском районе. Ему 5,5 месяца. Мы уже где-то, наверное, месяц будет кашляем. Никаких других симптомов нет у нас. И курс лечения проходили, уже дома лечились. И были такие приступы у него. Один раз было ночью, и вчера приступ был. Он прям начал задыхаться, весь посинел, покраснел, дышать перестал, можно сказать, на пару секунд каких-то там. Нам-то казалось, что это прям долго-долго. И потом уже решили, наверное, что это какой-то уже следующий этап, там, наверное, что осложнение какое-то дальше пошло. Поэтому уже сюда приехали, нас положили. Ну сейчас что вам говорят? Сейчас пока
коклюш не подтвержден? Нет, пока не подтвержден. Ну, все говорят, вот и в поликлинике, и в больнице нам смотрели, обследовали, говорят то, что, наверное, это все-таки он. Мы анализы сдали. И ждете ответа, да? Да. А вы прививку делали? Нет, мы не успели. Нас должны были посмотреть невропатолог. Мы не попали, потом у нас сопли пошли, и я очень хотела сделать, но вот не получилось. У нее кашель появился, рвота появилась. Я ни разу прививку не делала ей. Девочка? Девочку. А вы прививку Не делали, потому что обнаружили, что она с одной почкой родилась. И мне сказали пока не делать. Ну, врачи сами сказали. Да, врачи сами сказали, которые здесь врачи, в Абхазии. Но вы хотели сделать? Я хотела сделать, да. Но сейчас вам какой диагноз уже поставили, коклюш? Анализы вы сдали здесь? Пока сдали, пока ответы я не получила. Ответы пока мне не сказали. Ну, подозрение коклюш, Да. да? А вы прямо сюда или еще куда-то вы обращались? Я в поликлинику вчера обратилась, и сегодня меня положили. Сперва начался обычный кашель, то есть обычная простуда. Но это длилось очень долго, чуть ли не целый месяц. А потом уже этот кашель по чуть-чуть превращается в такой прям сильный, лающий, с приступами. То есть в ночное время больше приступы. То есть это как бы цепочка пошла, изначально старший, потом вот мелкий, средний. Ну, это вот у нас сейчас вот во дворе, то есть все дети в основном дети, все болеют, все кашляли, то есть контакт был с больными детьми, и я думаю, это вот оттуда. Мы вот сдали анализ, сегодня вот ждем, ну, я думаю, это коклюш. Ну, дети привиты? Нет, дети не привиты. Ну, почему вы это принципиально так? Или же... Ну, вот у старшего есть прививка, а у мелкого еще нет. То есть мы не ставили, и среднему как-то нельзя было, и так осталось. Ну, вы планируете маленького привить? Вообще, да. Маленького я буду уже прививать, да. Ну, то есть вы не против вакцины? Нет, не против. Нет никаких опасений? Нет. Специалисты не раз в СМИ говорили, что иммунная прослойка к возбудителю коклюша в Абхазии уменьшилась из-за антипрививочной кампании, что и стало причиной вспышки заболевания. И сегодня врачи подтверждают эту версию. В разных городах, например, Гагра, Гудаута, Чимчира, тот же Гау, очень много коклюша. За последние 5 лет снизилась вакцинация. Родители не вакцинируют своих детей по тем или иным причинам. У кого-то метаотвод, а у кого-то это свои личные причины. Вот. И на фоне этого, как известно, как и все остальные заболевания, как и ветрянка, как и корь, есть эпизоды, когда идет вспышка на фоне низкой вакцинации. Вот, пожалуйста, вот такой результат мы имеем. Очень много коклюша. И обращаемости по поводу коклюша тоже очень много. Многие нуждаются в госпитализации, многие лежат. Ну, дети взрослого, вот, уже подростки, вот, от 5 лет там, до 18 имеют, конечно, болеют и 18 лет, но они более-менее переносят легко, если привиты. Если не привиты, то, разумеется, тяжесть состояния налицо. Опасен коклюш для детей до полугода. У них инфекция нередко приводит к мгновенной остановке дыхания, а также к судорогам и поражению головного мозга из-за нехватки кислорода. Поэтому младенцам в возрасте до года и всем тем, у кого возникают какие-либо осложнения, необходимо наблюдаться только в условиях стационара. Дети до года, касаемо коклюша, дети до года переносят очень тяжело, потому что у них быстро развивается дыхательная недостаточность. Чем вообще обусловлена, да, тяжесть коклюша? Это если дети болеют до года, если идет кислородное голодание, как известно, они начинают кашлять и закатываются, нехватка воздуха идет, да, между выходом и вдохом, то, соответственно, может развиться апноэ. То есть задержка дыхания идет.
И поэтому родители начинают паниковать. Да, это паника действительно. Поэтому вот самая опасность – это дети до года. Обычно лечение проводится амбулаторно под строгим наблюдением медработника. При этом больного рекомендуют изолировать и ограничить его контакты со здоровыми членами семьи, а в помещении регулярно проводить влажную уборку и проветривание. Дети, которые контактировали с больным, при наличии кашля, независимо от того, привиты они или нет, не должны посещать образовательные учреждения. При первых же симптомах необходимо обращаться к врачу. Заниматься самолечением нельзя. На сегодняшний день есть тенденция к увеличению. Все чаще, с каждым днем 1-2 человека обязательно обращаются либо для подтверждения, либо для исключения коклюша. Дети, как известно, тот же кашель, который есть, сразу родители о чем думают, это о коклюше. И начинается выяснение обстоятельств. Это все нужно подтверждать лабораторно, разумеется. Анализы, вообще анализ крови маломальски хоть как-то может указать на коклюш ли это, или же все-таки какая-нибудь пневмония, или же бронхит. Да, есть там своя небольшая маленькая дифференцировка, но все равно без серологического подтверждения диагноз нужно выставлять только на серологии. Вакцинацию детей, согласно утвержденному национальному календарю, проводят участковые врачи с 2-месячного возраста, предварительно полностью обследовав ребенка. Грудничкам делают прививки от таких сложных заболеваний, как коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, пневмококковая инфекция. А с года уже проводится вакцинация от кори, краснухи и паротита. В Сухумской городской поликлинике действует участковая система. За каждым педиатром закреплен определенный район. Детей до года участковыми врачами осматриваются раза в месяц, даже если ребенка ничего не беспокоит. Если родители с детьми не явились в поликлинику, врачи навещают их дома. Всего в столице 12 участковых педиатра. По их словам, еще с ковидных времен антиквасеров, людей, которые принципиально отказываются от прививок, стало больше. Конечно, нужно сказать, что уровень вакцинации до пандемии, до 2020 года был намного выше, чем мы сейчас проводим. Это связано с тем, что родителям все больше боятся сталкиваться с вакцинацией, они боятся осложнений от возможных осложнений после вакцины. Мы проводим разъяснительные беседы с родителями, объясняем, что полностью обследованный и здоровый ребенок из возможных реакций, может быть, это температурная реакция в течение 2, максимум 3 дней, и местная реакция в месте введения вакцины в виде покраснения и уплотнения, не более того. Но зато ваш ребенок будет привит от таких сложных, иногда с летальным исходом заболеваний. И на чашу весов предлагаем родителям подумать и взвесить, чего они боятся больше. Я за вакцинирование детей, и не только потому, что я просто врач, потому что существует доказательная медицина, которая говорит о том, что вакцинация необходима против конкретных инфекционных сложных заболеваний. И не существует в доказательной медицине на сегодняшний день моментов, которые бы говорили о том, что вакцина здоровому обследуемого ребенка приносит вред. Но мы обязательно от компетентности врача, конечно же, зависит, насколько врач сможет убедить, аргументированно преподнести родителям о необходимости вакцинации. Но мы в основном боремся с моментом, как вот мамы в беседах личных, кто-то где-то там, ребенку стало плохо, ему вакцину сделала, или после этого ребенок заболел. У родителей вот такая, сложно сказать, аргументация, но такие несерьезные, на что они отсылаются, причины неконкретные. Именно по слухам у них, вот они приходят и нам озвучивают именно вот моменты, связанные с такими необоснованной информацией, по слухам. Вакцины качественные, мы работаем с ними очень много лет, уже выросло поколение, которые выросли, которые здоровы, которые родили детей, и они, и их дети здоровы. Поэтому
Качеству вакцины мы доверяем, исходя из практики. А по законодательству мы не имеем права вакцинировать ребенка без разрешения родителей. На сегодняшний день такая ситуация. Врачи и эксперты не только у нас в Абхазии, но и в России уже давно обеспокоены ростом движения антиквасеров. Они представляют серьезную угрозу для общества, так как их отказ от прививок приводит к снижению уровня коллективного иммунитета. Врачи отмечают, что из-за людей, выступающих против вакцинации, могут вернуться болезни, которые победили в начале 20 века. Когда достаточное количество людей не привито, возникает риск вспышек инфекционных заболеваний. Коклюш является одним из таких примеров. Вакцинация является эффективным способом предотвращения заболеваемости. Антипрививочники часто основываются на мифах и непроверенной информации, сомневаются в безопасности прививок и считают, что они могут вызывать различные побочные эффекты, включая аутизм и другие проблемы здоровья. Но множество научных исследований и медицинских организаций подтверждают безопасность и эффективность вакцин. Вот почему абхазские врачи единогласно выступают за вакцинацию. Никакой опасности вакцина в себе не ведет, особенно коклюшная или паракоклюшная вакцина. Наоборот, она защищает. Дети вакцинированные гораздо проще, гораздо легче переносят коклюш. Да и в принципе все остальные заболевания, которые тот же корь, например, пожалуйста. Вакцинация обязательно. Это входит в национальный календарь прививок. Обязательно. Дети переносят проще. На сегодняшний день, конечно, очень много легко доступной информации. Можно почитать, можно услышать, когда можно делать прививку, когда можно не делать прививку. Но я как доктор, конечно, призываю делать прививку. Прививка, еще раз повторяю, то есть прививка, она не 100% защищает, но она предупреждает тяжелое течение данного заболевания. Прививки, вопрос о вакцинации, конечно, решает педиатр, непосредственно участковый доктор, который занимается данным ребенком, он видит его с рождения. Видя какие-то особенности в состоянии ребенка, такая прививка делается более отсроченно. Да? То есть и назначать вакцинацию назначает однозначно участковый педиатр, оценив состояние ребенка, видя его соматический статус. Если нет никаких противопоказаний, то вакцинироваться нужно. Для того, чтобы предупредить осложнения, для того, чтобы предупредить распространение данного заболевания. Вакцинация по национальному календарю, она необходима, потому что это на самом деле очень сложные инфекционные заболевания, которые могут довести и до летального исхода. К сожалению, такие примеры у нас существуют. Вакцины качественные, проверенные. Я настоятельно рекомендую вакцинироваться, перед этим обследовать ребеночка и проводить вакцинацию. И всегда мы рекомендуем, опять повторюсь, родителям, мы даем время после разъяснительной беседы подумать и обязательно почитать самим и проанализировать, и потом выбор за ними. Без их разрешения мы вакцинацию, конечно, не проводим. Хотелось бы верить, что наше общество будет осознавать важность прививок и принимать решения на основе научных данных и доказательств, чтобы предотвращать будущие случаи тяжелых заболеваний. На этом я прощаюсь с вами. Желаю всем здоровья. До новых встреч.